Гагру грузинские войска захватили 19 августа 1992 года. Именно тогда в поселке Цандрыпш был высажен десант противника. Здесь он встретил отчаянное сопротивление абхазских ополченцев. Но силы были неравны. Наши бойцы были вынуждены отойти к санаторию «Украина». Враг, воспользовавшись этим, полностью оккупировал Гагру. В течение 1,5 месяца войска Госсовета Грузии пытались осуществить прорыв в сторону Гудауты. Операция по освобождению города, согласно составленному плану генерала Сергея Дбар, и под его же руководством началась 2 октября рано утром. После 4 дней ожесточенных боев город был освобожден, и флаг нашей республики абхазские бойцы водрузили на российско-абхазской границе. По сей день Гагрскую операцию принято считать вестником грядущей победы в Отечественной войне народа Абхазии. Ее особенность состоит и в том, что фактически это была первая операция с применением всей имеющейся силы, от бронетехники до десанта в тылу. А ополчение, сформированное при освобождении Гагры, явилась основой будущей армии, ведь спустя 5 дней было создано Министерство обороны Республики Абхазия. В этот день тысячи людей пришли к мемориалу погибшим за независимость Абхазии в центре Гагры, чтобы почтить память героев и возложить цветы и венки. Среди присутствующих президент Рауль Хаджинба, премьер-министр Беслан Барцыц, спикер парламента Валерий Бганба, ветераны, в том числе и участники Гагрской операции, матери погибших, представители районов республики, горожане. Люди поздравляли друг друга с праздником и вспоминали события 24-летней давности. У нас этот праздник вообще связан больше с болью, чем с радостью, потому что очень много ребят мы похоронили. Очень больно все это, конечно, вспоминать. Но радость была, естественно, конечно, была радость. Первая ласточка была, первая победа, тогда уже тем более мы были уверены, что мы победим. Георгий Какаля принимал участие в операции по освобождению Гагры, но рассказывать об этом не любит. Говорит, свежи еще воспоминания. Ветеран воевал в 5-м Пицунском батальоне. Он признается, все 4 дня, пока шли бои, каждый из них делал все, что мог для победы. Первые бои начались чуть ниже поворота на Пицунду, выше сюда, ближе к Гагре, значит. Там начались первые столкновения, произошли. И потом все-таки нам удалось закрепиться на реке Цхода. Утраты были, конечно, но ребята, ополченцы, сделали все, что могли, не пожалели. Проявилась любовь к родине, к мужеству. Невозможно переоценить ту помощь, которую оказали в этой операции добровольцы. Чтобы защитить нашу землю от врага, сюда приезжали даже по несколько человек из одной семьи. Анзор Магомадов, доброволец из Чечни. Когда началась война, ему было 22 года. Говорит, приехал воевать вместо своего брата, которого он не хотел отпускать на войну. Я к брату пошел. Он говорит, короче, я еду в Абхазию. Скажи матери, чтобы деньги дала. Ну, чтобы он не поехал, я приехал. Я Абхазию никогда не видел. У абхазов были на сопке. Сопку взяли, позицию, короче, над Зибом. И в Зиб спустились вечером, короче. А с вечера, с утра, с раннего утра, короче, начали штурм. Мы по центру, именно наш батальон, Дашаева Умалата, короче, мы прошли по центру. Свои слезы в этот день не могут скрыть матери защитников. У Зинаиды Попцава во время войны погиб супруг и младший сын. До сих пор боль не утихает от потери родных. У меня воевали 3 человека. Дай бог здоровья, Феликс, он вернулся жив-здоров. Это кто? Старший мой сын, а Едик вместе с отцом погибли. Сын был десантником на горе Ахбюк, муж в Шроме. В этот день в Гагре произошло еще одно значимое событие. В Аллее Славы был открыт второй в стране памятник первому президенту Владиславу Ардзинба. Памятник стал частью мемориального комплекса, установленного в центре города в честь защитников, павших в Отечественной войне народа Абхазии. Церемония открытия началась с торжественного выноса государственного флага Абхазии. Открывая митинг, глава администрации Гагрского района поздравил всех с днем освобождения Гагры и с открытием памятника. 24 года назад с нами нашей республики взвилась на государственной границе по реке Псол. Трудно переоценить значение Гагрской победы в период Отечественной войны народа Абхазии. Она не только разблокировала дорогу жизни, но и способствовала организационному становлению абхазской армии, вселила в людей непоколебимую
уверенность в неизбежность заветной победы. Вклад Владислава Ардзинба в создание и укрепление абхазского государства невозможно переоценить, отметил в своем выступлении президент Рауль Хаджимба. Глава государства выразил надежду, что открытие памятника первому президенту на месте, святом для каждого гражданина Абхазии, станет событием, духовно объединяющим народ. Владислав Ардзинба был человеком с большой буквы. У всех, от мала до велика, Владислав Григорьевич вызывал и продолжает вызывать теплые чувства и воспоминания, пробуждая гордость в каждом жителе Абхазии. Открывая памятник, мы еще раз отдаем дань памяти нашему первому президенту. Память о великом лидере навсегда останется в сердцах нашего народа. Авторы памятника Руслан Габли и Амиран Адлиба старались отразить не только внешнее сходство с Владиславом Ардзинба, но и личные качества первого президента. Работа над созданием памятника длилась более 2 лет. Мы начали это и при поддержке главы администрации города, сейчас сменили его, и руководителя городского собрания. Все они поддерживали нас, вдохновляли, искали варианты, места, где это ставить. Идея была и ниже ставить, и выше. В итоге выбрали это место. Мне кажется, что уместно. Это место, парк расширился, и другое. Мы хотели, чтобы Владислав наш, чтобы вот то, что его не хватает, это его силы, его мощь, его слово, чтобы капельку хотя бы наш памятник смог бы привнести. Торжества завершились праздничным концертом. Перед зрителями выступили творческие коллективы и солисты. Сарес Мыр Беслан Джинджолия, Абхазское телевидение.